Мы все с вами являемся геологами, потому что мы живем на планете Земля, а геология – это наука о Земле. До сегодняшний день известно, что наша Удмуртия 7 раз была дном моря. И вот последний раз море на месте нашей Удмуртии было, по геологическим меркам, это буквально позавчера, 250 миллионов лет назад. И поэтому вся наша Удмуртия сложена морскими отложениями, и мы в любом месте можем найти и ракушки, и минералы, которые образуются из ракушек, и известняки, которые являются, остатками вот этого древнего Пермского моря. 30-40 тысяч лет назад наступило великое оледенение, и в сторону Удмуртии, со стороны Шпицбергена и Полярного Урала стали надвигаться ледники, которые доходили примерно, где сейчас находится примерно река Чепца, Пермь, Киров. И вот эти ледники принесли огромное количество массы пород, как бульдозер притащило. И после таяния ледника в нашу Удмуртию плескались огромные реки ледниковые, гигантские, которые растащили этот материал примерно до Казани. Нам повезло, что у нас в Удмуртии есть месторождение нефти. А с точки зрения геологии нефть является органогенной, горючей горной породой, которую мы добываем и используем в народном хозяйстве. Из других интересных минералов и горных пород, которые есть в нашей Удмуртии, это различные глинистые минералы. Вообще считается, что глины – это сливки из минералов. Если мы возьмем почвы, а почва что такое? Это на 95-98% те же минералы, просто в измельченном виде. Так вот, все уникальные свойства наших почв, они в первую очередь обусловлены то, что в почве есть уникальные минералы, которые называются глинистые. И один из интересных глинистых минералов, который встречается очень мало где в мире, и основные месторождения расположены, в Пермской области, чуть поменьше у нас в Удмуртии, валкансканит. Он обладает уникальным цветом, и вот этот цвет, он очень устойчив. И если мы нарисуем картину с помощью этого минерала, то наша картина будет тысячелетиями не выцветать. И многие выдающиеся полотна как раз написаны с помощью краски, в том числе из этого замечательнейшего минерала.